С наступающими праздниками, уважаемые якутяне! Для вас итоги года в очередном выпуске новостей Фонда «Свободная Якутия». К сожалению, 23-й год не стал переломным для тех, кто ожидает окончания войны с Украиной. Даже наоборот, у многих складывается ощущение, что это надолго. Работая над этим выпуском, я долго думал, каковы самые главные новости уходящего года для нас, якутян. Может, переизбрание Айсена Николаева? Или может то, что теперь нас вроде как миллион? Интересно, когда Айсен Сергеевич докладывал Путину, что в Якутии 1 миллион жителей, он сразу отминусовал тех, кто уже никогда не вернется из Украины. Может, он лично встречает каждый борт с грузом 200? Я про такое никогда не слышал. Зато я знаю, что он чувствует наверняка, когда очередной борт с так называемыми добровольцами отправляется на войну. Он чувствует облегчение, что хоть как-то перекрывает план по поставке живого мяса на фронт. Очередная галочка в угоду распоряжения главнокомандующего. Можно долго мусолить про бунт уже почившего Пригожина, который ни к чему не привел, про то, что Путин уравнял цент и рубль, про протесты жен мобилизованных, про средневековое отношение к женщинам в современной России, дефициту яиц и самовыдвижению Путина. По моему скромному мнению, одним из главных итогов уходящего года это обстрел Белгорода. Сегодня стало известно, что количество погибших при обстреле центра Белгорода выросло до 21 человека. Из них 3 – это дети. В тяжелом состоянии находится 30 человек. 110 человек получили ранения. У 63 пострадавших состояние средней степени тяжести. Путин и его компашка позабыли об одном закономерном явлении. Война всегда возвращается туда, откуда она пришла. И пока диктатор и его приспешники будут скрываться в бункерах, страдать будут мирные люди. На этом все. Санадил нам, якутяне. С Новым годом. До встречи.